Это «Актуальное интервью». Меня зовут Петр Васильев. Здравствуйте. Как можно оценить происходящее в топливно-энергетическом секторе в стране? Например, может ли в Якутии в ближайшие годы вырасти стоимость газа как топлива? О перспективах использования автотранспорта на метане в Якутии мы сегодня и поговорим. Гость у нас в студии Максим Терещенко, министр промышленности и геологии Республики Саха-Якутия. Максим Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Для начала хочу поговорить о главном, о ценах. Насколько я знаю, в марте этого года биржевые цены на бензин в России, они ускорили рост, сильно выросли, к данному моменту. Может ли то же самое произойти с метаном? И вообще, насколько цены на него стабильные? Это вы аж про март вспомнили по росту цен, да, есть же, то есть это ускоренный рост был, а по газу здесь все очень просто. Рост цен, метан, откуда это же переработка, продукт от обычного природного газа, да, и, соответственно, здесь рост цен контролируется государством. У нас в Якутии Госкомцен. Но помимо этого еще очень важен настрой самих производителей. И вот, соответственно, наши компании, организации, которые заправляют наше население газом, будь то компримированный природный газ, метан, будь то СУГ, это пропан, бутан, как знают, уже на протяжении ряда лет, года 3-то уж точно, цены свои оставляют неизменными. То есть мало того, что ты экономишь в этом моменте, вот разница на сегодня в 3 раза, так еще с точки зрения вот этой инфляции, постоянного роста цен, газ-то там остался, то есть водители очень большие средства сэкономили за несколько лет. То есть главное здесь при переходе на метан, либо сохранении, допустим, автомобиля на метане, это его цена, насколько я понимаю. Она, по крайней мере, стабильная последние несколько лет. Ключевое, потому что вот на многочисленных предприятиях, где мы были, где активно внедряют технику на метане, либо пропан-бутане, на различных форумах, которые проходят в стране и за ее пределами, ключевое о чем говорят? Если разница между бензином, дизелем и газовым топливом в 2 раза, переводите, даже не думайте. Причем это говорят сами предприятия. Вот это очень важно. Говорит об этом бизнес. А у нас разница более чем в 3 раза. Соответственно, вывод очевиден. Максим Викторович, Минпромгеологии Республики давным-давно уже активно популяризирует тему перехода на газ. А вот сами отслеживаете, как, допустим, пользуются, есть ли спрос у якутян? История очень простая. Буквально 2 года назад, 2-3, да, вот где-то по итогам 21-го, по-моему, у нас потребление природного газа как топлива, возьмем, например, метан, да, было, не достигало даже 6 миллионов кубометров. Это где-то порядка 5,7 было. Сейчас мы смело говорим о том, что по итогам этого в планку уже в 10 миллионов кубометров возьмем. То есть можно что угодно говорить, там, и автомобили и так далее, но объем потребления, выросший в 2 раза всего лишь за 3 года, да, 2-3 года, это лучший тому показатель. У нас фантастический темп, например, продемонстрировал по итогам прошлого года Ленский район. У них потребление выросло более чем в 5 раз. Вы помните, если, тоже еще, наверное, 2 года, да, с небольшим и не прошло, с участием СН Сергеевича, главы нашей республики, запускалась компания «Саханефтегазбыт», это вот наш ключевой участник этого рынка, заправка в городе Ленске. Еще раз, мы получили рост более чем в 5 раз. По Якутску, соответственно, тоже серьезный рост идет в Мирнинском районе, в прилегающих наших районах, у кого есть в относительно шаговой доступности заправки, я уверен, это не предел. Я, насколько знаю, пока преимущество и популярность метана у автобусников. Потому что, автобусников я, допустим, вижу, а автомобили я не так часто встречаю, которые переоборудованы под систему на метане. Люди голосуют рублем. Вот то, что автобусы переходят, вы абсолютно правы. Очень много пазиков, еще прошлого, да, даже поколения, у нас ездят на том либо ином виде газового топлива. При этом не могу не отметить, что в год столетия, опять-таки при поддержке нашего главы республики, было приобретено 100 современнейших автобусов. Мы все видим, у них отличный КТГ, коэффициент выхода на линию. Эти 100 автобусов на компримированном природном газе. На сегодня сумма экономии уже давно перевалила за 100 миллионов рублей. Это тоже позволяет сдерживать рост цен на проезд для наших жителей. Помимо этого,
многочисленные такси сегодня, которые... Ну, ради интереса спросите у водителя, попросите заглянуть ему в багажник, вы увидите газовый баллон. Баллон, да. Ну, это вот такой серьезный показатель. Новые сейчас автобусы, которые продолжают поступать, тоже большая часть из них на компримированном природном газе. Вот и весь ответ. Ну, У нас, я уж прошу прощения, да, отмечу, мы благодаря вот взаимодействию вот в прошлом году, ну, люди, может быть, смотрели на это, думали, могу ли я воспользоваться или нет, привлекли федеральные субсидии на этот год на 500 автомобилей. Я вот призываю вот каждого жителя, предпринимателя, компании воспользоваться этой возможностью. То есть у нас 500 автомобилей в этом году могут быть переоборудованы на природный газ. То есть получить вот эту трехкратную экономию по топливу. Когда спрашивают, где я деньги возьму на перевод, да вы просчитайте количество средств, которые вы запланировали на бензин до конца года. Разделите на 3 этой суммы, это всего лишь надо вам заплатить 10% на перевод. С бензина вот этого непотраченного потратьте на перевод, и вы сэкономите просто элементарно на топливе. Вот откуда взять деньги. А если вот говорить о рейтинге этого самого Каком? газомоторного топлива, что пользуется популярностью у якутян? Какой газ? Метан, пропан? Ну, здесь исторически, да, можно сказать, что на сегодня почти, по-моему, 18 тысяч, наверное, уже даже больше автомобилей ездят на пропан-бутане. Но история этого вида топлива, она идет с конца 90-х, когда очень серьезная масштабная поддержка была со стороны республики. Развивались газовые станции, в том числе компаниями нашими. Но вот несколько лет уже идет движение со стороны Министерства энергетики Российской Федерации. Поддерживают регионы, которые переходят. И, соответственно, здесь начинает оборот набирать техника на метане, и которую у нас уже более чем 2000 единиц. И вот еще раз, если говорить о сиюмоментном, о приросте и популярности в текущее время, да, вот еще раз, Ленский район более чем в 5 раз рост потребления. Где здесь? То есть накопленный опыт, да, или то, что складывается новая история уже сегодня? Максим Викторович, раз уж мы заговорили про рейтинги, я знаю, что существует рейтинг районов по развитию ГМТ, вот этого газомоторного топлива. Что за рейтинг, кто в нем лидирует? Так, от Якутии 24 ничего не утаишь, да? Ладно, раскроем, вы будете первым и каналом, средством массовой информации, где эта информация прозвучит. Я уж не знаю, как в стране, не слышал, но думаю, что вот по Якутии это уникальная действительно история. Мы сегодня этот рейтинг опубликуем, ну и по сути вот сейчас уже анонсируем, если вы не против, Не с против, я конкретными только цифрами. за. Я только за. По итогам прошлого года по рейтингу, в который входили показатели наличия газовых станций как на метане, так и на пропан-бутане, наличие пунктов переоборудования и вот этот важный момент, о котором мы сегодня уже пару раз затронули, это динамика роста потребления газового топлива. Ну, на третьем месте у нас, я уж позвольте тогда остальное оставлю чуть позже, да? Остальное вам, и давайте Да, топ-3. на третьем месте у нас по итогам 2023 года находится Ленский район, на втором месте находится Мирнинский район и на первом месте город Якутск. Якутск. Ну, слушайте, это не может не радовать. Я Это уверен, что впервые в истории Якутии, я уверен, что Дальнего Востока и страны вот такой рейтинг именно муниципальных районов. и страна и Дальний Восток подтянутся, и другие наши районы тоже уже будут активнее переключаться. Я уверен, да, потому на что газ. мы уже показали и проект, то есть показателей, которые будут в рейтинге 2024 года. Максим Викторович, а вот число заправок к 2030 году ранее анонсировали, будет увеличиваться. Сколько сейчас заправок и сколько еще планируется построить? Да, это количество будет расти. У нас уже более 4 десятков заправочных станций, порядка 3 десятков, и это пропан-бутан, более десяток вот у нас с лишним уже, да, это метановые заправки, и мы сейчас делаем как раз акцент на метановых. Ну, не так давно, к слову, например, по пропан-бутану появилась заправка в Алекминской компании «Сахатранснефтегаз». Они замечательно обновили и автоматизировали заправку рядом вот с новым центром, рядом с аэропортом на пропан-бутане, рядом со спортивным комплексом «Сулус», соответственно. Но мы развиваем и метановые. Вот у нас в этом году есть интересная задача. Мы вместе с городом Якутском, глава города Евгений Григорьев поддерживает это направление, дал задачу
своему блоку максимально весь муниципальный транспорт переводить на метан, потому что экономия очевидна. И, соответственно, рассчитываем, в этом году появится стационарная заправка на территории муниципального образования, вот, город Якутск. И это очень важно, мобильный заправщик, ПАГЗ, так называемый, в одной, ну, то есть вот в близлежащем нашем районе Улусе, для того, чтобы именно сельхозтехника могла получать возможность экономии на топливе. Ну вот давайте про сельхозтехнику еще тоже отдельно поговорим. Сейчас в самом разгаре любые полевые работы. А какой эффект даст перевод на газ именно сельхозтехники? А вот простыми цифрами очень много примеров в Татарстане, в Краснодарском крае, в Ставрополе. Техника на газе, на метане. Ну, например, тракторы МТЗ, вот Раритек холдинг в том числе переводил на СПГ. Есть, ну, еще раз по метану. Сумма экономии у них более чем в 2-2,5 раза. Но у них разница в топливе двухкратная. У нас компания «Саханефтегазбыт» впервые в истории переоборудовала Беларусь на метан. Беларусь 82.1, и плюс у них еще погрузочно-уборочную машину они перевели. Экономия в 3 раза. Пожалуйста. То есть это как раз вопрос и внимания селянам, когда средств не хватает, например, на запчасти. Это деньги на новую теплицу, это деньги на удобрение, это средства на семена, это средства на многочисленные вопросы, которые нужно решать на селе. Ну, в общем, экономия, как она есть. Максим Викторович, в заключение предлагаю сыграть такую небольшую игру в формате блица, правда или миф. Попробуем развенчать уже имеющиеся мифы по поводу газомоторного топлива и перехода на газ. Первое, газ самый взрывоопасный. Нет. Неправда. Безопасный. Приказ МЧС 2009 год самый безопасный. Автомобиль теряет мощность при переходе на газ. История десятилетней давности. Сейчас благодаря настройкам, доп. Оборудованию вы практически эту мощность сохраняете. Ну и третье, я думаю, самое забавное. Третье, на газу ездят только бедные. Вы посмотрите еще раз, наши люди к таким не относятся. Они могут получать достойную заработную плату, в том числе в промышленности. И не все думают только об экономии, многие еще думают и об экологии. Ну, это самое главное, я думаю, в этом деле. Как говорится, газ всему голова. Максим Викторович, спасибо большое, что пришли. Уверен, что благодаря вашей работе еще больше автомобилей. Спасибо за лозунг такой новый, и вам удачи. Это было актуальное интервью. До встречи.